Они ждут своего читателя. Под таким заголовком в газете «Республика Абхазия» вышла статья известного абхазского и российского прозаика, поэта, писателя Владимира Делба. Материал был посвящен двум вышедшим недавно книгам, которые не оставили равнодушным Владимира Михайловича. Особенно его радуют молодые авторы. Один из них – Ален Пачкория, выпускник исторического факультета АГУ. И он написал небольшую книгу. Эта книга называется «Диктатура гаджета». Само название такое привлекательно необычное. И я с удовольствием эту книгу прочел, и я увидел в этой книге мало того, что талант начинающего автора, безусловно, хотя это первый труд. Там, ну, так сказать, есть причины для разборок, для критики даже, если с точки зрения профессиональной подходить. Но здесь немножко, так сказать, другая ситуация. Талант безусловен для меня, я его вижу. Книга «Диктатура гаджета» о том, как человеческое общество контролируется с помощью цифровых технологий, и о том, как клиповое мышление исказило восприятие действительности. Однако остались еще те, кто стремится к подлинному культурному развитию. Помимо гаджетов, о которых там действительно идет речь, там и речь идет о романтике отношений, и там прослеживается линия, значит, вот этой постоянной, знаете, борьбы, которая на самом деле идет, борьба добра со злом. И если юноша в первой своей работе, в первом опыте, он это чувствует, значит, я думаю, это достойно внимания, это событие. Еще одним поводом для написания статьи в газете послужила книга Александра Орлова-Кречмера «Вожди и жертвы ВКПБ. К истории репрессий 1920-1930-х годов на Кавказе». В книге содержатся уникальные документы и фотоматериалы, рассказывающие о сталинских репрессиях на Кавказе, в Абхазии. Издание книги стало результатом коллекционирования редких документов по истории. Здесь представлены материалы из коллекции Стэнфордского университета США, Государственного архива России, библиотеки музеев, частных архивов коллекционеров из Германии, Финляндии, Украины, Франции, Абхазии. Материалы, рассказывающие о трагических событиях 20-30-х годов прошлого столетия. На страницах книги изображены сканы писем видных политических деятелей Кавказа, протоколы различных заседаний, материалы дел и допросов, стенограммы. Представлен революционный период 20 века в Кавказском регионе, деятельности, начало карьеры Лаврентия Берия, его абхазские связи, близость с Нестором Лакоба, рост политической напряженности на рубеже 20-30-х годов. Для себя я очень много фактов открыл, о которых не знал. Возможно, эти документы были где-то опубликованы. Это, опять же, так сказать, я не подчеркиваю уникальность всех документов, какие в книге. Но вот что меня, допустим, интересовало, я получил ответы на какие-то свои вопросы, а они возникали именно по ходу, значит, просмотра этих документов. Они все представляют интерес, потому что человек может, так сказать, и в какой-то степени вообще проблемы, несчастья, они затронули все семьи Абхазии практически. Каждая книга ищет своего читателя, а каждый читатель свою книгу. Но есть и такие издания, которые должны быть в библиотеке каждой абхазской семьи, делится с нами Владимир Михайлович. Я думаю, что вот такие книги, независимо человек, так сказать, занимается историей или не занимается историей, но историей интересоваться надо. И вообще в семье, я думаю, на полке, на книжной такая книга здесь у жителей Абхазии должна быть. Владимир Делба рассказал о поддержке книг абхазских авторов за пределами Абхазии. Я являюсь сопредседателем литературного совета Ассамблеи народов Евразии, и я вхожу в редакционные коллегии нескольких, достаточно серьезных журналов и газет, выходящих в Москве. Вот это мне дает возможность, некие преференции
для того, чтобы публиковать в этих ли изданиях или через мои связи в каких-то других, публиковать наших авторов, помогать с переводами. И вот если говорить конкретно, я могу назвать, вот, ну давайте, есть такой проект «Лифт» с двумя «Ф», это, значит, литературный фестиваль фестивалей, значит, фестивали международные, они под эгидой ассамблеи, проводились во многих странах. Наши авторы участвуют. Был фестиваль очень недавно в Каире, в Египте. Наши книги абхазских авторов были представлены на Каирской книжной выставке «Ярмарке». Я вам скажу, кто был. Вахтанг Владимирович Абхазов, Анатолий Лагула. Вот это то, что касается Даур Начкебе. До этого когда-то наша землячка Эля Джикерба стала серебряным лауреатом фестиваля. Я горжусь, что удалось 6 авторов включены в антологию современных писателей Евразии. Причем, значит, эти авторы представлены на 3 языках. На родном, в переводе на русский, в переводе на английский. 6 авторов. Там и Мушни Таевич Ласурия, там и Вахтанг Абхазов. Процесс поддержки абхазских авторов издания книг на абхазском языке продолжается, а тем временем сам писатель работает над своим новым материалом, который будет рассказывать об истории родного края Абхазии. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.